Добрый день, уважаемые друзья. Здесь вышесказанные мнения я поддерживаю по поводу данного документа. Сегодня в обществе есть разные мнения. Кто-то считает, что это фейковый документ, кто-то убежден, что это документ подлинный. Но точно могу сказать, что не фейком является выступление Аслана Абжаня на федеральном телеканале, информационном канале «Россия-24» не так давно, где он обвинял более 70 героев Абхазии, всю интеллигенцию, 27 с лишним депутатов парламента, все политические и общественные организации, огромную часть народа он обвинил в том, что это силы, которые управляются извне западными спецслужбами. Как он сформулировал, это доказать невозможно, но мы так предполагаем и так далее. Это он сказал. Поэтому вот этот споры о том, что фейк, не фейк, но я думаю, что если этот документ действительно был бы не настоящим, то они поспешили бы его опровергать. А что касается понедельника, вторника, президент график свободный, как известно, он там находится сейчас в Башкирии, завтра может где-то в Магнитогорске оказаться, мы не знаем, а потом еще где-то в Москве. Помимо президента в нашем обращении есть и другие адресаты. Это министр иностранных дел Абхазии, секретарь Совета Безопасности Абхазии. Президент у нас за пределами находится. Я думаю, что в ближайшие 1,5 недели в Абхазии не будет. Но они находятся здесь. Поэтому мы бы просили дать конкретный комментарий по поводу этого документа. Что касается содержания, здесь Ишсо Иванович о нем сказал, добавлять я не буду. Единственное, что касается вопросов энергетической, вот этих ратификаций, всех этих соглашений и обязательств. А по поводу лиц, которые противостояли вопросу апартаментов на лишение гражданства, ситуация таким образом обстоит. Есть вещи, которые мы знаем и говорить не можем, к сожалению. Но придет время, это тоже узнаем все вместе. Но когда президент страны постоянно, систематически в своих провалах пытается обвинить какие-то прозападные силы, он постоянно это в своей риторике использует. Но в какой-то момент его и спросили, говорят, если ты такой хороший президент, и там кто-то тебе мешает, дай нам список этих людей. Вот и весь ответ на все ваши вопросы. То есть человек сам эту ситуацию подвел таким образом. То, что он взял на себя обязательства, которые выполнить невозможно, это есть документ, план гармонизации в 2020 году был подписан. Там все написано. Что нам гадать? Эти обязательства были невыполнимы. Мы же тоже общаемся. У нас есть опыт. Вот здесь сидит один премьер-министр, второй премьер-министр, спикер парламента, второй спикер парламента, вице-спикер, бывший глава администрации президента, очень опытные люди. Мы тоже имеем опыт государственного управления. Были моменты, когда мы говорим российская сторона, мы не должны иметь в виду там только одного или двоих человек. Это широкий круг людей, широкий круг интересов, как и в маленькой Абхазии. И в наше время, вот сейчас там пишут, вот если власть была бы другой, там было бы не так это все. Мы в 2014 году Рауль Джункович в ноябре подписал договор большой, и в рамках этого договора были большие, широкие обсуждения. Вот здесь люди присутствуют, которые все это на себе провели. Это очень сложные были процессы. Я помню, какие вопросы ставили перед нами. И как нам удавалось вместе с обществом все это регулировать. Сейчас, к сожалению, этого нет. По поводу гражданства Российской Федерации, два слова скажу. Решение о том, чтобы предоставить жителям Абхазии гражданство, было принято в 2002 году. В 2000 году, вы помните, визовый режим в отношении Грузии был принят. В 2002 году Абхазия признана еще Российской Федерацией не была. Это решение было в рамках изменения законодательства о гражданстве Российской Федерации. Но даже до этого решения мы были гражданами Республики Абхазия, но у нас все были паспорта Советского Союза, вы все помните, СССР. По этому решению с 2002 года до сегодняшнего дня ни один гражданин Абхазии, я уверен, а пассионарная часть тем более, даже в голове, в мысли, в какой-то там потаенной даже части головы, никто себе какую-то альтернативу в поисках иного гражданства даже не представлял. Такого нет в Абхазии.
А что такое паспорт гражданина Российской Федерации для гражданина Абхазии? Известно, что российские паспорта дают возможность нашим гражданам выезжать за пределы Абхазии, получать там медицинское обслуживание, образование и так далее, и так далее. То есть это окно в мир. Наши паспорта абхазские, они не признаны сегодня мировым, к сожалению, сообществом. Еще раз вернусь к этому. У нас, у граждан Абхазии, даже мысли не было ни у кого вот за эти с 2002 года искать какую-то альтернативу. Но если у кого-то в голове зародились вот такие нездоровые вещи, что можно лишать гражданства, вот в Южной Осетии есть пример, 3 депутатов парламента лишили гражданства. Мы еще об этом не говорим, это же факт. Если кто-то в своей воспаленной фантазии такой элемент давления придумал, но это будет иметь определенные последствия. Я бы не хотел, чтобы определенная пассионарная часть Абхазии в своей голове уже искала какие-то определенные возможности. Это неправильно, это навредит очень серьезным, большим вопросам межгосударственных отношений. Заигрывать с такими вещами, идти на поводу у нашего главы государства, который, прямо скажем, он не представляет интересы абхазского народа. Чтобы представлять интересы абхазского народа, надо с абхазским народом общаться. За 5 лет человек, который ни в одно село не приехал, не спросил, как вы живете, не может он знать, как живет и чем живет абхазский народ. В московских, подмосковных гольф-клубах ты не узнаешь, как живет абхазский народ и что ему надо. А если ты не знаешь, что им надо абхазскому народу, ты не сможешь это представить там в высоких кабинетах. И перекладывать ответственность на российскую сторону я бы не стал, потому что там система государственного управления таким образом работает, здесь опытные люди сидят, вы знаете. Там не может у кого-то возникнуть в голове, что избранный президент, они смотрят так, приехал президент, он представляет весь народ. Система государственного управления так выстроена. И все, что он говорит, это значит, он представитель Абхазии, значит, это Абхазия, такое мнение. Поэтому, конечно, тут разные мнения, что надо отстранить его от власти. Конечно, надо его отстранить от власти. Это не президент Абхазии, это человек, который вообще совершенно случайно там оказался. В силу трагических обстоятельств. Это человек, который вообще не предназначен для этой роли, быть главой абхазского народа, представлять нас, абхазский народ многонациональный. Это вообще не психотип, этот человек совершенно другого психотипа. Он не человек, не представитель наш. Это случайный человек. Для чего он там оказался, это уже здесь опытные историки есть, мудрые люди, это для какого-то опыта нашему абхазскому народу надо. Может, это тоже мы чем-то заслужили, когда человек свою жизнь положил, а потом в 2004 году мы его кабинет разгромили, выбросили, все его вещи в окно, как будто Рейхстаг захватили. Может, это тоже какой-то определенный бумеранг к нам прилетает в виде Аслана Абжани. Это уже другая философская сторона, это уже к главе администрации президента он расскажет. Поэтому, друзья, тут вердикт один. Человек должен сложить свои полномочия. И парламент, здесь парламент представлен 2 депутатами. Есть вещи, которые, если парламент посчитает нужным провести заседание по этому поводу. Закрытая часть, лично мне, я тоже общаюсь, у меня контакты есть. Есть вещи, которые могу там сказать. Пускай приведут Аслана Абжания, посадят, я ему там все в лицо скажу, все, что знаю, и могу подтвердить и фактами, и документами, все, что он там подписывал, что понаобещал, кто на кого там жаловался, в том числе на депутатов парламента, на спикера и так далее, и так далее, и так далее. Вот и все. Спасибо за внимание.